Главные новости республики на ТНВ. Интернет-издание «Реальное время» сообщило, что бунтуют перевозчики в красных автобусах. Требуют поднять стоимость проезда до 32 рублей. Причем заявляют, что через 3 месяца в Казани перестанут ходить автобусы, если повышение не произойдет. Этот бунт, позволю себе заметить, происходит с завидным постоянством. Явление обязательное и вызывающее общественный резонанс. Комитет по тарифам и исполком Казани на неделе хранили молчание. Я же задамся вопросом. Это очередное противостояние перевозчиков с исполкомом и комитетом по тарифам или нормальная спланированная акция по традиционно успешному повышению тарифов? И ответ на это у Сибидней есть. Вот интервью председателя комитета по транспорту Айдара Абдулхакова, сделанное пару недель назад. Мы спросили, будут ли повышены тарифы на проезд в общественном транспорте. И вот как прозвучал ответ. Вы не сказали нет, вы не сказали да. Но, тем не менее, кругом везде написано о том, что с 1 ноября возможно повышение платы. Не сказал нет, на самом деле. Я сказал да. На самом деле, еще в феврале этого года перевозчики обращались и в Госкомитет по тарифу, и мы, как исполком, их поддержали, поскольку действительно уровень, вы сами видите, что творится с курсом, скажем, доллара, а у нас все комплектующие наших автобусов, трамваев и троллейбусов, в том числе в основном своем, это мировые бренды, это импортные запасные части, и стоимость запчастей взлетела, просто взлетела. Вы посмотрите, что творится с топливом. Это ведь все ложится на плечи перевозчиков. Они закупают по этим ценам, тариф остается прежним, они в убытках. Тут надо понимать, что есть какая-то грань, она из воздуха не может погашаться. Она погашается либо из тарифа, либо из бюджета. Бюджет у нас расписан. Кстати, в Самаре с 1 ноября стоимость проезда будет увеличена до 30 рублей. Самые низкие тарифы в Чебоксарах – 19 рублей. И в Нижнем Новгороде стоимость проезда в общественном транспорте – 28 рублей. Черное озеро. По будням в 21:00.